Я в 3 часа проснулась, потому что я хотела поехать в лагерь. Я пошла воды ставить, и когда я вышла из комнаты, я увидела, что моего брата нету. Я думала, что сейчас 5 часов или 4 часа, и он куда-то вышел. Он на самом деле вышел, но на улицу. Может быть, я не знала, что он на крышу поднялся. Извините, я не могу сказать, чего мы не видели. Я не могу сказать, что он сделал. Я нашла его на земле, на асфальте. Он был нормальным ребенком, ответственным, собранным. Радовался, что мы в лагерь поехали. Радовался, что мы экзамен последний сдали по тэквондо. Он очень радовался. У него друзей не было. У него было 3 категории. Это родственники, соседи, одноклассники, все. Только в мае его обидели. Это 7 классы, он был 8 класс, сейчас он 9 класс. Они были 7 классы, сейчас они стали 8 классы. И вот они за ним шли, доставали его. Не знаю, почему не нравился, что ли. Вроде бы ненавидели почему-то. И он одного мальчика поймал и сказал, что почему вы за мной идете и достаете меня. Они ничего ему не сказали, его ударили. Он упал на бетон и ударился. У него правая сторона вся в крови была, еще один синяк был. Да, потому что он на бетон упал. И вот один мальчик испугался и убежал, а другой остался. Когда милиция приехала, забрали его. Они мимо проезжала, на работу ехала и видела драку. С работы ехал. И вот на он работу увидел, ехал. И все свалили на моего брата. Сказали, будто он виноват. И милиционеры без экспертизы, без ничего взяли и обвинили моего брата, то что он ударил вот этих 7 классов. И сказали, если он еще один раз повторит, то его в суд посадят. В суд отведут и в спецшколу.